Приветствуем вас всех, уважаемые телезрители. Вы вновь смотрите программу «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. С вами я, Сулейман Катиев. Мы сейчас находимся в сельском поселении Сурхахи, в горском кадетском корпусе на секции по регби. Впервые в нашей программе мы вам покажем и расскажем, как проходит тренировочный процесс по этому увлекательному виду спорта. Наши юные регбисты показывают хорошие результаты на различных турнирах благодаря своему тренеру Исламу Цездоеву. Ислам Цездоев сам в прошлом игрок, вложил много сил и времени в развитие детского регби в Ингушетии. Он не только тренирует ребят, но и организовывает им поездки на соревнования, где они получают ценный опыт и возможность показать нашу республику с достойных сторон. Регби у нас в республике мы начали развивать с 2019 года. Начали со взрослой команды. Перешли на детей где-то с сентября 2019 года. И с 2019 года на базе кадетского корпуса у нас уже существует секция регби. Какие условия для тренировок созданы в секции? Ну, первое условие – это инвентарь. У нас мы с 2019 года, как мы открыли федерацию нашей республики, совместно с Федерацией регби России, приобрели весь необходимый инвентарь для тренировок и со взрослой командой, и с детьми. Поэтому проблемы с инвентарем у нас не было. А в плане условий это отсутствие своего дома, отсутствие нашего стадиона, где мы можем спокойно приводить региональные мероприятия, межрегиональные мероприятия, и где, соответственно, мы могли спокойно проводить тренировочный процесс. То есть это большое такое регбийное поле, оно нам очень сильно не хватает. Ну, надеемся, что в будущем оно у нас будет. Его воспитанники не раз становились победителями и призерами региональных и всероссийских турниров. Ислам уделяет внимание развитию у ребят не только силы и выносливости, но и умение работать в команде и принимать быстрые решения на поле. Также не забывает про моральные и духовные качества. Благодаря его усилиям у юных ингушских регбистов появилась возможность реализовать свой спортивный потенциал и прославить свою республику на спортивной арене. Он является примером настоящего тренера и наставника, который отдает всего себя своим воспитанникам. Ну, особенности в каждом виде спорта они есть. Регби, как мы все знаем, это контактный вид спорта. Мы в основном уделяем внимание на контакт, чтобы наши дети, чтобы они не получали травм. Подготавливаем их для контакта, то есть учим их в первую очередь входить в контакт, то есть бить плечом правильно и делать захваты, чтобы они не травмировали соперников и, соответственно, чтобы сами не получали травм. Акцент мы делаем больше на контактные тренировки, а так в основном развиваем технические, тактические действия. Какие качества характера развивает регби? Ну, регби, знаете, это мужской спорт. Как наша большая регбийная семья говорит, хулиганский спорт для джентльменов. То есть в регби нет симуляции. Вообще не вариант в регби симулировать. И регби, знаете, это единственный спорт, где существует третий тайм. То есть неважно, это, да, контактный вид спорта, каждый хочет уронить соперника, повалить его, забрать у него мяч, но после финального свистка обе команды должны пожать руки, поблагодарить соперников за сыгранную игру. И третий тайм – это то место, где они собираются, садятся все вместе, пьют чай, кофе в нашем случае, обсуждают игру, дружат, и вот так вот создается большая регбийная семья. Это большой плюс на самом-то деле в регби. И большой плюс то, что в командных видах спорта, они в нашей республике, в частности, ну, можно сказать, даже в наших соседних даже регионах, нам очень сильно не хватает именно игровых дисциплин, именно командных видов спорта. Почему? Потому что мы должны уметь работать командой. Это нам просто очень необходимо, чтобы каждый мог помогать каждому, чтобы каждый понимал, что ему нужно помочь другому, что нужно протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается. И регби такой вид спорта, где именно развивает вот эти качества. Тут нет одиночек, тут каждый должен поддержать напарника, побежать вместо него, поднять его, помочь ему, протянуть руку помощи, как я уже сказал. Этот вид спорта на самом деле ментально нам очень сильно подходит. И, знаете, после всех этих результатов, на самом-то деле, мы в этом году уже сыграли, вот буквально пару недель назад, 26 апреля, мы сыграли свой последний турнир в городе Нальчик на Кубке Академии регби Юг до 14 лет, где принимало участие 7 команд с нашей командой. Мы заняли первое место.
заняли первое место, ну, можно сказать, без проблем. И это был наш завершающий турнир, к большому сожалению. Пока мы решили взять паузу до лучших времен, пока не будет стабильного финансирования, пока не объявится какой-то наш такой личный спонсор, к большому сожалению, вынуждены это просто прекратить на данное время. Но надеемся, что у нас что-то поменяется, кто-то объявится, который захочет реально помогать нашим детям, помогать именно в направлении регби, где у нас очень хорошо все получается. Сулейман Барухой, воспитанник Ислама Цездоева, уже несколько лет занимается регби. По его словам, этот вид спорта его закаляет не только физически, но и духовно, потому что он развивает много нужных и важных качеств, которые помогают в зале, так и за его пределами. Сулейман, а как давно ты занимаешься регби? Несколько лет занимаюсь. Что тебя привлекло именно в этом виде спорта? Я начал пробовать, мне понравилось. Я начал продолжаться, играть. Что тебе больше всего нравится в регби? Мне нравится команда, с командой хорошая связь, игра получается, всегда взаимопомощь бывает. Как ты оценишь атмосферу вообще в команде? Атмосферу я оцениваю хорошо у нас, потому что дружная команда, все хорошо получается. Сулейман, как и все его сокомандники, очень хорошо отзывается о своем тренере. Они видят и понимают, что их тренер вкладывает в них свою душу для развития и дальнейшего результата. У меня все хорошо с тренером, качественно объясняет, хорошо преподает. С ним всегда все получается. С ним ездим на разные соревнования. Он делает огромную поддержку для нашей команды. Он не только наш тренер, он наш старший брат, хороший друг. Хочу выразить благодарность ему, огромное ему спасибо. Что ты чувствуешь, когда выходишь на поле? Я всегда чувствую уверенность, продвижение, командную игру, взаимосвязь с соперниками. Основная цель – это показать нашу республику на российских аренах с хорошей стороны, показывать максимальные результаты. Хотя мы уже за этот небольшой промежуток времени, как мы создали Федерацию нашей республики, заявили о себе очень хорошо, о нашей команде. Команда у нас, кстати, называется «Горец». Команду «Горец» уже, можно сказать, лучшие школы России. Все о команде «Горец» уже наслышаны. Каждая команда, куда мы не выезжали, когда им приходилось играть против нас, каждая команда уходила уже с волнением. То есть они знали уже, на что мы способны, знали, что наши ребята ни в коем случае не захотят уступать, неважно, какое имя там носит соперник. Енисей, СТМ, Красный Яр, Локомотив, Пенза, ЦСКА, Москва. Это все такие знаменитые клубы, где большое внимание уделяется детям, где нет никаких проблем с выездами, с турнирами, с инвентарем, с экипировкой, нет никаких проблем, но все же мы тоже очень сильно постарались, чтобы наши дети не отличались и в плане экипировки, и в плане игровой формы, и в плане игрового процесса. То есть мы, можно сказать, если не выше, то на одном уровне с лучшими школами России. То есть за такой маленький промежуток времени мы о себе очень хорошо заявили. Ну, можно посмотреть нашу историю, какие у нас результаты есть буквально за последние 2-3 года. Поэтому регби для нашей республики очень сильно подходит, ментально очень сильно подходит. Все мы знаем, что каждый ребенок как минимум пару лет ходит у нас на единоборство. Это борьба, бокс, дзюдо или же ММА. То есть каждый из нас любит бороться, каждый из нас любит бегать. А в регби эти все качества, они очень сильно приветствуются. В ходе наблюдения за их тренировочным процессом мне самому стало интересно, насколько физически сильны наши юные регбисты. Решил попробовать их проверить, ощутить их силу на себе. И остался под сильными впечатлениями, потому что ожидания и реальность оказались совсем разными. Наши достижения, они, знаете, мы с 2021 года уже начали выступать на межрегиональных соревнованиях.
До этих пор мы работали, играли чисто между собой, то есть нашими командами проводили региональные турниры. С 2021 года мы начали уже выступать на межрегиональных соревнованиях. Первый же турнир мы сыграли, заняли 3-е место, где принимали участие 9 команд из соседних регионов. Это ЮФО и СКФО. Это очень хороший результат, на самом-то деле. Первый турнир, первый опыт. Наши дети себя очень хорошо показали. В этом же году приняли, кстати, этот турнир мы проводили у себя дома, в Ингушетии, на стадионе Рашида Авушева. В этом же году, в 2021 году, мы выехали в город Баксан. Там мы заняли 4-е место. И начали такой путь хороший начали, что в этом же году у нас получилось уже с младшей группой детей до 12 года, это были дети, заняли 1-е место уже в ЮФО СКФО в городе Нальчике. И уже поняли, что действительно наши дети уже набрали, можно попробовать уже на более серьезные соревнования поехать, выехать, так сказать, на масштабные соревнования. В 2022 году мы снова начали выступать по СКФО, тоже заявили о себе очень хорошо. И в 2023 году уже начали выезжать в город Саранск, в Москву и в Сочи. В этих городах проходят самые такие масштабные, самые хорошие, такие популярные турниры, где принимают участие от 20 и выше команд. В 2023 году, в начале года, под названием «Поволжский овал» в городе Саранск прошел турнир, где принимали участие 24 команды. Мы там заняли 4-е место. Немножко нам не повезло, так как мы не играли с такими соперниками хорошими. Заняли 4-е место, но это очень хороший, достойный результат. 24 команды, 4-е место. В этом же году у нас команда была очень такая перспективная, 2011 года. Команды в этом же году выехали на «Золотой овал». Этот турнир, можно сказать, самый популярный в нашей стране, где принимало участие 60 команд. Там мы заняли 13-е место. Заняли 13-е место, но очень сильно нам не повезло, так как не было права на ошибку. Сыграли 9 игр, 1 ничья и 8 побед, к большому сожалению. Ну, там такой был регламент, что в группе надо было выходить с 1-го места, а мы сыграли с Дагестаном в ничью. И по разнице забитых и пропущенных они вышли с 1-го места, играли, соответственно, с 1 по 12 место. А мы вышли со 2-го места, играли с 13 по 24 место. Там мы тоже всех выиграли. Вот единственное, вот эта 1 ничья нам помешала быть в призерах. В этом же году этой же командой поехали на Кубок Соколова, где мы за счет того, что выиграли, за счет того, что играли на Золотом овале, сыграли очень хорошо, получили квоту на бесплатное проживание и питание в городе Сочи. Оставался только проезд. С проездом нам тоже помогли. Мы с 2020 года работаем с фондом развития регби в вооруженных силах. Это фонд работает при ЦСКА. Они нам оказали финансовую помощь. Мы за счет этой помощи поехали в город Сочи с командой 2011 года и заняли там 8-е место. Там принимало участие 36 команд. Тоже, можно сказать, немножко не повезло. И 23-й год у нас получился таким насыщенным. Заявили о себе, заявили очень хорошо. И уже был шанс команде 2012 года. То есть на всех этих же турнирах должна была уже в 2024 году выступать команда 2012 года. Соответственно, мы сделали свой календарный план, поставили цели, поставили задачи. Уверены были, что будем как минимум в 5-ке. 2012 год команда у нас была очень перспективной. В 2024 году, в феврале, на том же турнире на Поволжском овале в Саранске 24 команды, мы уже заняли 2-е место.
Наша федерация в лице руководителя нашей, учредителя нашего федерации, это Батыр Тачиев Дасланович. Человек, который, можно сказать, вне спорта, но очень многое сделал для именно регби и в целом для спорта, для нашей республики, за что ему отдельная благодарность. Также хотел бы выразить благодарность тем людям, которые на начальном этапе нас очень хорошо поддержали, именно финансово поддержали, обеспечили нас нужным инвентарем, обеспечили нас игровой формой и не одной. Большое им спасибо. Пусть Аллах им воздаст благом. Дал ижму кигинах вайгаман ишм был благодаря яхвил нах улу халари, яхвил нах наусл диш халари. Цо мотивацию хул, цо ди хана был би чам хул, халил диш дхама вашу ваша. Эштец яхвил ждоглу диш кигинах халари благодаря толчок дик толчок есть. Цогашчин ижму кигинах бетери вай ишатер, вайгаман ишатер. Дал диках бориш сол бахалбайн, мул бориш кизга халбайн. Как говорит ислам, при оказании должной им поддержки их ждут большие успехи, потому что его воспитанники уже показали достойные и сильные результаты на региональных и всероссийских турнирах. Основная трудность – это отсутствие нужных условий. В первую очередь, это отсутствие своего, можно сказать, дома, нашего поля. Этого нам очень сильно не хватает. Но как мы все это преодолеваем? Мы работаем в спортзале, по мере возможности стараемся выходить на свежий воздух. Где мы сейчас стоим, тут есть огромная площадка, где можно спокойно построить небольшое футбольное поле с искусственным покрытием. Это не только для регбистов и для всех детей, которые учатся и занимаются в кадетском корпусе. Это было большим подарком на самом-то деле. Пользуясь случаем, хотел бы попросить и руководство нашей республики, особенно региональный Минспорт, если есть хоть какая-то возможность, чтобы они обратили на это внимание, на эту просьбу. И все дети, я думаю, и весь кадетский корпус, руководство кадетского корпуса будет благодарно. Это в любом случае для наших детей, для нашего подрастающего поколения. На этом все, друзья. Вы смотрели программу «Спортивная Ингушетия» на канале Мугаз. С вами был я, Сулейман Катиев. Дик Чамандедал, это Бохулбай. Ассаламу алейкум.